много было раненых и пропавших без вести. По всей вероятности, они ушли под лед озера Ильмень. Очевидцы тех трагических событий вспоминали: бой шел целый день. Когда на другой день посмотрели на озеро Ильмень, лед был усеян трупами. В боях за Ильмень, продолжавшихся до 10 марта, бригада понесла огромные потери и была расформирована. Остатки ее влились в 150-ю стрелковую дивизию, которая прошла путь до Берлина и штурмовала Рейхстаг. Этот день вошел в историю как день, когда лучшие сыны нашей республики показали пример беззаветной верности своей родине, своему народу, отдав свои жизни в борьбе со страшным врагом человечества – фашизмом. В народной памяти жителей Якутии трагедия на озере Ильмень осталась как самая кровопролитная для якутян военная операция за все время Великой Отечественной войны. Существует поверье, что павшие на поле сражения воины превращаются в журавлей. Еще с древнейших времен люди относились к журавлям с чувством особенного трепета. Журавль занимал почетное место священной птицы, приближенной к Богу и духовному миру. И потому, наверное, во многих городах бывшего Советского Союза установлены памятники павшим воинам Великой Отечественной войны с летящими журавлями. Один из них в нашем городе Якутске. Журавли над Ильменем. Так называется сквер-мемориал, посвященный памяти 220 воинов-якутян, погибших 23 февраля 1943 года на озере Ильмень Новгородской области. Никто не забыт, ничто не забыто. А чтобы не забывать, надо помнить. А чтобы помнить, надо знать. Добрый день, уважаемые горожане и гости столицы. Поздравляем вас с праздником, Днем Защитника Отечества. Сегодня, в День Защитника Отечества, жители Якутии воздают дань памяти воинам-якутянам, погибшим в сражении за Родину и Отчизну на озере Ильмень, которые ценой своей жизни внесли огромный вклад в победу советской армии и советского народа над нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии принимают участие председатель Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Петр Васильевич Гоголев, руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасий Семенович Владимиров, исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Саха-Якутия Аркадий Филиппович Савинов, председатель общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильям Ачирович Иванов, народные депутаты Республики Саха-Якутия, члены правительства Республики Саха-Якутия, руководство и сотрудники окружной администрации города Якутска, депутаты Якутской городской думы, ветераны тыла Великой Отечественной войны, общественность и молодежь города Якутска. Нет, ты куда пошла? Слово предоставляется председателю Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Гоголеву. Дорогие ветераны, уважаемые участники торжественного митинга, позвольте от имени Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия
от имени всех народных депутатов сердечно вас поздравить сегодня с прекрасным днем, Днем Защитника Отечества. Сегодня один из праздничных дней, вместе с тем это и один из трагических дней в истории нашей республики. Мы помним те события, которые связаны с боями за Ильмень в районе Старой Руссы. Мы помним, как война призвала наших земляков на защиту Родины. Если посмотреть, что чуть больше 400 тысяч человек проживало в то время в якутской автономии, то в первые месяцы войны более чем 19 тысяч добровольцев ушли на фронт. Мы знаем, что более 60 тысяч человек защищали с оружием в руках Родину. 418 среди них женщин и девушек. Все они воевали доблестно. Мы сегодня отдаем дань уважения подвигу, который совершили наши земляки в составе 19-й отдельной лыжной бригады. Сегодня было сказано, чтобы помнить, мы должны знать. Мы сегодня должны сказать, выразить слова благодарности тем, которые восстанавливают события войны. События, которые создали великую победу. Мы должны сегодня поблагодарить Петрова Дмитрия Дмитриевича, ученого, который восстановил все события той трагической битвы на озере Ильмень. Я в детстве помню, как ветераны, которые приходили на уроки мужества, рассказывали о войне. И Порфирий Романович Гоголев, один из ветеранов, который воевал в Старой Русси, мы в один день узнали, что его лыжи найдены волонтерами, висящими на одном из деревьев на берегу озера Ильмень, в районе Старой Руссы. И эти люди, которые в составе лыжных бригад форсировали окопавшегося на берегу, укрепившегося на берегу врага, они создали сегодня победу. И мы должны об этом знать. Мы сегодня должны знать о других, которые сегодня еще остаются белыми пятнами. Сегодня мы должны говорить на самом высшем уровне о том, что имена героев должны быть возвращены народом. И также Республика Саха-Якутия должна об этом вопрос ставить. Я уверен, что герои, они создают хребет народа. Имена героев создают будущее, формируя личности, строителей успеха нашей великой Родины. Я в это верю и уверен, что верите вы. Позвольте еще раз сегодня сказать слова благодарности ветеранам войны, ветеранам тыла, детям войны, заменивших своих родителей у станков, на поле, создавая силу страны, создавая надежный тыл фронта. От имени Государственного собрания Алтумен Республики Саха-Якутия, от имени народных депутатов, выражаю благодарность всем, кто помнит великие события Великой Отечественной войны. Будем достойны этой памяти. Спасибо.
Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Дорогие наши ветераны, уважаемые горожане, уважаемые участники торжественного митинга, разрешите вас от имени главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, от имени руководства Республики горячо и сердечно поздравить вас с Днем Защитника Отечества. Каждый раз мы встречаемся здесь, именно 23 февраля, чтобы возложить дань памяти доблести, воинской доблести якутян. Мы знаем, что какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. В этом году, празднуя 75-летие Великой Победы, конечно же, мы помним всех тех, кто погиб на озере Ильмень. 19-я отдельная лыжная бригада, которая была сформирована на Урале и, попав сразу на фронт, вступила в сражение. На холодном льду, на открытом снегу они погибали. Погибали за нашу свободу, за нашу Родину. Здесь, на мраморных плитах, золотыми буквами вписаны их имена. И наш долг не только помнить, но жить и трудиться так, чтобы никогда больше не было смертоносной войны. Воины-якутяне сражались на всех фронтах, во всех родах войск. И они всегда отличались высокой доблестью, смекалкой, героизмом. От народа Саха, от Якутии не было ни одного предателя в Великой Отечественной войне. Наши герои писали в историю армии России самые доблестные свои подвиги. Мы должны не только помнить, но и соответствовать боевым подвигам наших прадедов, дедов и отцов. Я желаю, чтобы каждый из нас, каждый якутянин не только не забывал те страшные года, но и приносил пользу, укреплял нашу республику, нашу страну и делал так, чтобы дети, женщины никогда не плакали, не оплакивали своих сыновей, своих мужей, своих родных и близких. Вечная память нашим воинам-якутянам, вечная слава погибшим за нашу Родину. Слово предоставляется исполняющему обязанности главы городского округа город Якутск Максиму Макаровичу Трофимову. Уважаемые ветераны, уважаемые горожане, от лица главы городского округа города Якутска Владимира Арсентьевой сердечно и горячо поздравляю вас с праздником Днем Защитника Отечества. И по традиции мы уже собираемся в эту дату не первый раз почтить память воинам-якутянам, отдавшим свои жизни во благо нашей светлой жизни. В этой отдельной 19-й лыжной бригаде численностью чуть больше 2000 человек получилось так, что 597 были призваны наши соратники, наши земляки, и около 200 полегло в том сражении. Это почти каждый третий не вернулся домой. Наша задача, как городских властей, всемерно содействовать тому, чтобы память об этом ратном подвиге закреплялась в умах и сердцах подрастающего поколения. Мы обязаны отдать дань уважения погибшим воинам и в первую очередь тем, кто вернулся с победой. Отдать дань уважения, создать для них нормальные, комфортные условия проживания на родине и свято верить в то, что данный подвиг укрепляет наши сердца, укрепляет нашу душу и позволяет смело смотреть в будущее.
Обращаясь к молодому поколению, хотелось бы выразить слова надежды, что эти мероприятия затронут частичку вашей души, отложатся в вашем сердце, как незыблемый фундамент крепости духа народа и веры в победу в любых условиях. Закончить я хотел бы небольшим четверостишьем об этом ратном подвиге. Дойдун жана барахсан, урсун ходот саналах, расырдык характах, эдер эпчүн сүректах, жылга хана батыган, эе дойду тугар, бардактара барахсаттах, кыталык болын кубулы. Слово предоставляется председателю общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильяму Ачировичу Иванову. Дорогие наши ветераны, уважаемые участники сегодняшней встречи на этой площади. Присутствующие все прекрасно знаем, что сыны и дочери нашей республики принимали участие в боях во всех фронтах Великой Отечественной войны, начиная от холодных берегов Баренцева моря и заканчивая Черноморским побережьем. Они воевали в конных отрядах кавалерийских генерала Даватора, они воевали в танковых частях, они воевали в летных эскадрильях. И сегодняшний пример того уникального военного соединения, который был составлен из уроженцев Сибири и в основном Якутии, это лыжный батальон, воинское соединение. И мы чтим их память. Мы здесь находимся в этом светлом мире, потому что вот они отдали свои жизни за это. Среди нас живут ветераны, которые участвовали в этих боях. Среди нас сегодня живут ветераны тыла, которые помогали фронту, отдавая все свои силы и профессиональные знания, будучи совсем молодыми, заменяя своих родителей. И сегодня не хотелось бы об этом говорить, но я скажу, если мы сегодня пойдем на площадь солдат Туймады, то увидим, что вандалы осквернили этот мемориал, украли медную пластину, посвященную этим героям, и другие вандалы приняли и на этом сделали деньги. Кроме того, самым святым у нас является мать. Мы знаем, что в Якутии есть семьи, из которых 5, 6, а в некоторых районах 7 воинов ушли из одной семьи. И собирательный образ матери поставлен в Сайсарском округе. И оттуда вандалы тоже сняли медные части нашего духовного поклонения. Я считаю, что это наша недоработка общественных организаций. Это недоработка власти, потому что мы не сумели воспитать людей. То поколение, которого так дико относится к своим предшественникам, к своим дедам и прадедам. И сегодня, поклоняясь им, мы должны еще раз усилить свою работу, не только словесно, но и так, как мы можем работать с молодежью. Сегодня много говорится о патриотизме, но мы должны до 9 мая восстановить эти памятные места и еще отработать с нашей молодежью, чтобы таких случаев у нас в республике больше нигде не повторилось. Я желаю вам, уважаемые ветераны, желаю всем присутствующим доброго здоровья, семейного благополучия и, начиная с самых маленьких членов своих семей, учить патриотизму не только на словах, но и на деле. Спасибо за внимание. Слово предоставляется ветерану Государственной службы Республики Саха-Якутия, члену Высшего совета старейшин ИТМСЮБе Республики Саха-Якутия Матвею Васильевичу Мучину. Дорогие ветераны, горожане, действительно, якутяне храбро сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны.
в отдельной лыжной бригаде находились 1712 русских, 597 якутов, 253 украинца, 95 татар, 200 представителей разных других национальностей. Всего более 3000 человек. Но, конечно, была упущена возможность внезапного нападения, и получилась страшная трагедия. На этом озере, возле южного берега, когда наши подходили утром, где-то около 5 часов, поднялись где-то около 30 немецких бомбардировщиков, и они сбросили более 10 тысяч авиабомб. Озеро, лед превратилось в месиво, и многие якутяне там погибли. Сегодня вот дикторский тест говорил, что там погибли 220 человек. А на самом деле, по исследованию Петрова, там погибли 232 человека, тела которых вынесли на берег. А еще 135 человек пропали без вести пропали. Всего в это утро погибло 367 якутян, солдат. Это страшная трагедия. Страшная трагедия. Поэтому вот народный писатель нашей республики Егор Петрович Неймохов еще в конце 90-х годов написал, увидев все это, написал письмо первому президенту Николаеву, чтобы увековечить память якутян, сражавшихся на озере Ильмень. И Михаил Николаев принял решение установить хороший памятник нашим якутянам. Я как человек, который долго работал постпредом в Санкт-Петербурге и много раз ездил, будучи зампредом правительства в Санкт-Петербург, много раз ездил и знаю, что, к сожалению, в 90-х годах самые лучшие места на берегу озера Ильмень, длина которого 80 километров, а ширина 35 километров, получили немцы за какие-то деньги. И самая большая березовая роща на южном берегу озера занята вот немцами. И они установили там постамент, обелиск, где выгравированы имена и фамилии более 2000 немецких солдат и офицеров. И, конечно же, вот то, что принял решение наш первый президент, ему установили вот памятник в виде урасы, и там записали имена 237 человек, вызвало очень большой подъем вот в Старорусском районе Новгородской области. Я хорошо помню 2000 год, когда я, будучи зампредом, возглавлять делегации и поехал на открытие этого памятника. Ровно 20 лет прошло, 9 мая 2000 года. Мы поехали где-то человек 30 с лишним, в том числе артисты, вот, солисты театра, оперы и балета. В общем-то, я надеюсь, что и в этом году, в год 77-летия этой великой трагедии на озере Ильмень и 75-летия Великой Победы, наше руководство найдет возможность, чтобы солидную делегацию отправить на 75-летие в Ленинград, в Санкт-Петербург, Новгородскую область, Старорусский район. Дорогие друзья, позвольте всем пожелать ветеранам доброго здоровья, и чтобы мы, якутяне, всегда были в авангарде тех дел, которые сейчас и рисуются в государственном масштабе в нашей России. Спасибо. Да, до победы они не дожили, не возвратились домой. Только за подлость врагам отомстили те, кто продолжил их бой. В память павших на полях сражений Великой Отечественной войны, не доживших до этого светлого дня, в память участников сражения на озере Ильмень объявляется минута молчания.
На одиночный. Нет. Руки, правую ногу. Еще. Правый назад. Выше автомат. Павшим и живым героям слава! Огонь! Матерям и женам героев слава! Огонь! Слава героям Родины! Огонь! Начинаем торжественную церемонию возложения цветов, посвященную 77-й годовщине со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Этот бой — жестокая страница на кровавом полотне войны. Он мне даже после смерти снится на постели звездной тишины Ильменского озера просторы, снежная степная целина. В облаках ревущие моторы, жизнь с кровавым именем — война. Мы из 19-й бригады рвались на тот берег по лыжне. Там в деревьях русских были гады, те, кто кровь несли моей земле. Слишком рано утро наступило, лед от взрывов щепками трещал, и напрасно небеса молил я, Бог войны ошибок не прощал. Ильменского озера границы чудятся теперь мне лишь во сне. Я лежу на дне, сомкнув ресницы. Жаль, что не проснуться больше мне, не увидеть родину свободной, не вдохнуть якутскую тайгу. Под красивой синью небосвода я покой ваш мирный берегу. В этом сне мне хочется так мало, встать однажды утром и хоть раз прошептать губами «Здравствуй, мама!» и увидеть счастье милых вас.
Так, в сторону. Ребята.